День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Владимир Путин назвал условия для переговоров с Украиной. Расскажем, что известно о российских и международных инициативах по решению конфликта. Демилитаризации все было понятно. Все было прописано. Количество того, сего, там, танков. И обо всем договорились. В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. В регионе работает самолет Б-200 МЧС России. В республике пострадавших от паводка освободили от транспортного налога. В зону подтопления попали 27 сел в Алекминском, Намском, Нюрбинском и Анабарском районах. Клещи активизировались и в Алмазной провинции. В Мирном зарегистрирован первый случай укуса в городском парке. Как обезопасить себя от укусов? Из года в год у нас до 10 случаев регистрируются укусы клещами. Пик подготовки до старта игр Дети Азии чуть больше недели. Как готовят спортивные объекты и отрабатывают встречу гостей. На стадионе, как мы видим, заменена полностью беговая дорожка. То есть для этого точечно выровняли бетонное основание. Россия делает еще одно реальное мирное предложение Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД страны. По его словам, новое мирное предложение России предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку. По словам президента, Россия считает, что Украина должна обрести нейтральный и внеблоковый статус. Должна быть проведена ее денацификация и демилитаризация. Путин отметил, что также все западные антироссийские санкции должны быть отменены. Наша принципиальная позиция в следующем. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации все было понятно. Все было прописано. Количество того, сего, там, танков. И обо всем договорились. Владимир Путин также заявил, что Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии. По словам президента, речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного равноправного сотрудничества и развития. На встрече с руководством МИД России глава государства указал на необходимость формирования эффективных внешнеэкономических механизмов, в том числе расширения расчетов на нацвалютах, создания независимых платежных систем. Глава государства также указал на важность развития международных транспортных коридоров в Евразии. Смысл наших предложений – сформировать такую систему, в рамках которой все государства были бы уверены в собственной безопасности. Тогда мы, кстати, сможем по-другому, действительно конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня. Проблема дефицита безопасности и взаимного доверия относятся ведь не только к евразийскому континенту. Растущее напряжение наблюдается везде. А то, насколько мир взаимосвязан и взаимозависим, мы видим постоянно. Внести свою лепту в победу – так назвали общественную акцию помощи военнослужащим участникам специальной военной операции. Так, в ближайшее время из республики в зону СВО отправят 6 единиц автотранспорта. Кто предоставил технику для бойцов, знает Аманутов. Доставка 5 автомобилей УАЗ и 1 квадроцикла выполняется при непосредственном содействии Единого координационного центра Якутии по всесторонней помощи участникам СВО. Также бойцам передадут гуманитарный груз и запчасти для ремонта техники. Техника, которая стоит далее, это автомобиль «Газель» от муниципального образования Кобяйский улус. Далее филиал Ростелеком. Далее страховая компания нашей республики. И, значит, прокуратура республики и муниципальное образование Тампонский улус. Эти этапы, они у нас одновременно уедут, 6 техник. Далее планируем еще 4 таких этапа. Ну а по мере поступления уверены, что эта работа будет непрерывно продолжаться. Транспорт предоставили Алданский отдел соцзащиты населения, региональное отделение Ростелеком, прокуратура республики, страховая компания «Капитал Медстрах», Кобяйский и Тампонские улусы.
Если мы ранее помогали предметами первой необходимости, то продуктами питания, да, то мы сегодня решили вручить, передать автомашину марки УАЗ «Патриот» тем бойцам, которые сейчас на передовой специальной военной операции. Директор филиала Андреева Александра Николаевна долгое время работала в Нюрбинском улусе, является уроженцем Нюрбинского района, и решили передать автомашину марки УАЗ «Патриот» уроженцам Нюрбинского района, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Ранее в зону боевых действий отправили 7 квадроциклов «Сокол» и антидронное вооружение. Акция «Внеси свою лепту в победу» является возможностью лично внести значительный вклад в обеспечение дополнительным снаряжением участников СВО. Акция продлится до 15 июля. Аманотов, Илья Сыромятников, Якутск. Перейдем к другим темам. Ключевые аспекты развития Якутии за минувший год озвучил глава региона Айсан Николаев в ходе ежегодного отчета в Госсобрании Элтумен. В своем выступлении Айсан Николаев особое внимание уделил социально-экономическому развитию республики, над которым парламент и правительство продолжают совместную работу. Также отдельно обсуждались и вопросы разработки мастер-планов по Якутску и Нерюнгри. Планируется строительство более 90 социальных объектов. По итогам отчета поставленные задачи на ближайшие годы. 23-й год был непростым в связи с определенными ситуациями, но тем не менее, значит, в республике в плане социально-экономического развития сделано очень много. Построено множество социальных объектов, значит, производственных объектов. В Якутии пострадавших от паводка освободили от транспортного налога. Жителей Намского, Нюрбинского и Алекминского районов, пострадавших от паводка, освободили от уплаты транспортных пошлин. Соответствующие поправки приняли депутаты Элтумена. Предполагается предоставить налоговую льготу в проактивном режиме без заявления физических лиц. Для этого будут утверждены состав сведений, порядок формирования сведений. Нужно будет определить орган, предоставляющий сведения в управление Федеральной налоговой службы. Напомню, в зону подтопления попали 27 сел в Алекминском, Намском, Нюрбинском и Анабарском районах. Пострадали более 4000 человек, были подтоплены свыше 1000 жилых домов, а также социальные и сельскохозяйственные объекты. Общий ущерб оценивается в свыше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера ввели в Якутии. Соответствующий указ подписал глава региона Айсан Николаев. Режим ЧС регионального характера позволит нарастить силы и средства на тушение лесных пожаров, в том числе привлечь пожарных и технику из Федерального резерва. Правительству республики поручено принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации пожаров. Обоснованием для объявления такого режима стал ввод режима ЧС муниципального характера на территориях Алекминского и Тампонского районов. На территории нацпарка Ленские столбы также ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы возникновения лесных пожаров. В связи с данным режимом введены ограничения на нахождение на территории нацпарка для всех неорганизованных групп туристов, в том числе на сплавы в бассейне реки Ботомы. Ограничения при этом не распространяются на туристические группы туроператоров, включенных в единый федеральный реестр туроператоров, имеющих соглашение о сотрудничестве. Для них разрешен розжиг костра в 1,5 метрах от водоема и только на песчаной или каменистой поверхности. Также ограничения не коснутся и членов родовых общин при наличии подтверждающих документов. И как раз для борьбы с огнем в Якутск прибыл самолет Б-200 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России. Один из самых эффективных в мире для борьбы с природными пожарами самолет-амфибия будет применен для усиления сводной группировки. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Якутии, уникальность самолета заключается в том, что в режиме глиссирования на открытых водных объектах он наполняет свои баки 12 тоннами воды и сбрасывает жидкость на очаги. Значительные преимущества воздушного судна при пожаротушении в высокой скороподъемности судна, способности сбрасывать воду как залпом, так и последовательным открытием створок водяных баков. В большинстве районов республики тем временем открылась навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.
Так, с 3 июня маломерные суда разрешено использовать в 20 центральных, заречных, южных, Вилюйской группе районов, а также в городских округах Якутска и Ижатая. Накануне навигация была открыта в Ваймиконском, Момском, Верхоянском, Ивано-Бытантайском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Жиганском и Оленёкском районах. Но уже с 17 июня навигация планируется к открытию в Абыйском, Алайховском, Анабарском, Устьянском, Нижнеколымском и Булунском районах. Тем временем навигация в Ленском районе идет полным ходом. Ежедневно в речной порт прибывают суда с различным грузом. Круглые сутки, в зависимости от прибытия, идет выгрузка товарно-материальных ценностей. По словам главного диспетчера Ленского речного порта Александра Панова, в этом году порт должен переработать порядка 476 тысяч тонн. В основном приходят технические грузы, сталь различных диаметров, контейнеры, цемент и песок. На данный момент на речном порту работают 3 причала, плюс специальный причал для погрузки и выгрузки взрывчатых веществ, а также причал в Салдыкёле. Ленским речным портом на сегодняшний день переработано 99 судов, в том числе 70 тысяч тонн, если смотреть в ТНЖ. Из них 27,5 тысяч тонн грузов в адрес акционерной компании «Алроса», остальные, значит, грузы в адрес сторонних заказчиков и контрагентов. Значит, в нынешнюю навигацию Ленский речной порт дополнительно взял объемы по доставке и складированию грузов на площадках заказчика. Это Новоленская ТЭС. Значит, также организовали причал выгрузки в поселке Салдыкель по переработке различных товарно-материальных ценностей. В основном это труба большого диаметра. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутии вот уже 6 лет реализуется государственная программа обеспечения жильем молодых семей. В прошлом году выплаты получили 370 семей по всей республике. Какие критерии необходимы и сколько семей получат соцвыплату в этом году, расскажет Даяна Федорова. У семьи Чириковых 3 детей. Супруги давно задумывались о большой квартире, ведь места всем едва хватает. И сегодня их мечта исполнилась. Они получили социальную выплату для приобретения жилого помещения благодаря участию в госпрограмме. Встали в очередь в 2015 году. Мы тогда жили в квартире, в маминой квартире. Получается, 2 семьи в одной квартире. У нас по квадратуре не хватало. В очередь мы ждали 7-8 лет. В прошлом году нас обрадовали то, что очередь подошла, и мы можем получить субсидию. Среди основных критериев при отборе для участия в программе – возраст. Каждый из супругов не должен быть старше 35 лет на момент получения субсидии. Также молодая семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Еще одним значимым условием получения соцподдержки является уровень доходов молодой семьи. Данная социальная выплата может быть предоставлена на строительство жилья, индивидуальное жилья, по договору подряда, либо приобретение по договору купли-продажи на вторичном рынке, погашение основного либо части долга по кредитам, займам жилищным, также в качестве первоначального взноса по ипотечным кредитам. На реализацию госпрограммы в этом году выделено более 500 миллионов рублей. 333 семьи должны улучшить жилищные условия, в том числе в районах республики. Данная программа очень нужна молодым семьям. Еще хотелось бы, чтобы возрастное ограничение было не 35 лет, а до 40 лет, потому что 40 лет тоже молодые семьи. Благодаря госпрограмме у молодых семей появилась возможность в том числе приобрести квартиру в новых кварталах, где в шаговой доступности находятся магазины, детские сады и школы. За последние 6 лет свои жилищные условия улучшили более 2000 семей по всей республике. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск. С начала года введена и дополнительная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодой семье при вступлении в брак впервые в возрасте до 25 лет включительно. 50 тысяч рублей выплачивают одному из супругов. Новая мера введена с целью укрепления семейных отношений, поддержки регистрации браков, стимулирования рождения первых и последующих детей. В Нерюнгринском районе данной мерой соцподдержки уже воспользовались 35 молодых семей.
Какие должны быть условия? Возраст обоих супругов не старше 25 лет. Оба супруга должны проживать в Якутии. Регистрация брака не ранее 1 января 2024 года. У обоих супругов это первый брак. Получить выплату очень просто. За 2 минуты нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. При этом не требуется прикладывать никаких документов. Необходимо обратиться, начиная с момента регистрации брака в течение полугода. Якутия продолжает дружеские связи с городом Кировская Донецкой Народной Республики. В прошлом году в городской больнице был открыт филиал якутской офтальмологии. В Кировском якутские врачи работают в тесном сотрудничестве с медперсоналом больницы. И в этом году одна из медсестер по приглашению руководства клиники приехала в Якутск на стажировку. Подробности в сюжете Александра Хавренко. Несмотря на то, что с Нового года у Якутии новый подшефный город на Донбассе, связи с городом Кировской не прекращаются. В частности, на базе городской больницы там продолжает работать филиал Якутской республиканской офтальмологической больницы. Врачи из Якутии продолжают ездить в командировки в Кировское, а недавно было принято решение пригласить в Якутск на стажировку одну из медсестер, которая работала с нашей бригадой. И вот уже неделю Алина Скелевая проходит практику у якутских офтальмологов. Она человек очень добросердечный, отзывчивый и к пациентам относится всегда со всем вниманием. Мы эти характеристики сразу заметили всей бригады, и поэтому вот ей не хватало дополнительного образования на нашем новом оборудовании, которое в том числе было поставлено и в город Кировское, в наш филиал. Приглашение на стажировку стало для Алины приятным сюрпризом, и она с большим удовольствием согласилась. Алину очень впечатлил город и, конечно же, большая и современная больница, где она проходит стажировку. Мне предложили пройти стажировку для оказания помощи бригаде даже при работе. И на что я согласилась. Коллектив замечательный, девочки умнички, все доброжелательно настроены, обучают, помогают. Я обучилась уже более подбору линз на аппарате, измерению внутриглазного давления. Практика по стажировке врачей и медперсонала из ДНР в Якутии будет продолжена. И благодаря этому больницы и поликлиники на новых территориях обзаведутся своими профессионалами. Александр Хавренко, Нергун Старостин, Якутск. Чуткость, отзывчивость, ответственность и добросовестность – таковы главные качества людей, выбравших делом своей жизни служение медицине. В третье воскресенье июня медработники отмечают профессиональный праздник. Старшая медсестра Алданской городской поликлиники Валентина Бондаренко отдала здравоохранению без малого 35 лет. Делясь с молодыми коллегами опытом и знаниями, она стремится сформировать у сотрудников должное отношение к обязанностям. С праздником Валентину Яковлевну поздравили и наши корреспонденты. Рабочий день старшей медсестры Алданской городской поликлиники Валентины Бондаренко наполнен множеством неотложных задач. Сегодня утром она получила лекарства. Перед распределением и выдачей медикаменты нужно зарегистрировать. Лекарственные препараты, все с утра, это все девочки приходят, все получают. Обязанностей много, где-то отчеты, где-то решение внутренних проблем. Естественно, не одна решаю, с заведующей, с завхозом. Подача заявок на медикаменты, получение и распределение лекарств и расходных материалов, решение вопросов снабжения и контроль хозяйственной части. Круг обязанностей старшей медсестры обширен. Огромный пласт работы составляет ведение документации. Отчеты, графики, выписки. В папках и подшивках бумаг Валентина Яковлевна ориентируется свободно. Мы понимаем друг друга с полуслова, и, в общем-то, никаких недопониманий совершенно нет, только рабочие моменты. И тепло, легко и дружеские совершенно отношения. И настолько профессиональный человек, что никаких по работе неприятностей у нас нет. В должность старшей медицинской сестры Алданской городской поликлиники Валентина Яковлевна заступила 11 лет назад, а всего медицине она отдала 34 года. Окончив медучилище, Валентина начала работать в стерилизационном отделении. Вскоре перешла в прививочный кабинет. В начале 90-х иммунопрофилактика только была выведена в отдельное подразделение, и Валентина Яковлевна встала у истоков службы. Начинала все это с бумажной картотеки, вводились прививки и против дифтерии, и брюшной тиф, тогда у нас вспышка была.
Тесно мы работали с Роспотребнадзором, ходили по предприятиям. Ну, потом потихонечку кабинет начал расширяться. Сейчас Валентина Яковлевна замещает фельдшера прививочного кабинета на период отпуска. Летом здесь работы немало. Большому количеству пациентов требуется профилактика против клещевого энцефалита. Сделали уже 1100 первичной вакцинации, сейчас идут на вторую вакцину все. Поэтому люди ринулись, потому что как бы клещевой клещ, он есть в Алдане. Отзывчивые, неравнодушные и активные – именно эти качества коллеги называют главными в характере старшей медсестры. Без решения она не оставит ни один вопрос. Валентина Яковлевна убеждена – человек в белом халате не имеет права быть недобросовестным. Это очень отзывчивый человек, порядочный, во-первых, во всех отношениях, можно сказать. Человек очень трудолюбивый, к ней можно подойти с любым вопросом, и она постарается его решить. Она является активным участником профсоюза, замечательный человек. Когда бы к ней не обратился, любую помощь, любую какая-то деталь, да, в профессии, она всегда взаимовыручит, поможет, объяснит, расскажет. То есть не один год работаем, знаем ее как доброго, отзывчивого, замечательного человека. Чуткость и умение сопереживать – эти качества для медработника профессиональные. Передавая молодым коллегам опыт и знания, старшая медсестра стремится в первую очередь сформировать должное отношение к обязанностям. Но прежде всего хочу, чтобы молодежь была ответственная. Это самое главное качество, которое должно быть для медика. Где-то что-то не порешалось, но отвечает же медицинский работник. Ответственность, уверенность в себе должна быть. Ну и, конечно, взаимовыручка, взаимопонимание. Большое внимание уделяется подготовке будущих специалистов. В поликлинике ежегодно проходят практику студенты. А в составе коллегии старших медсестер Валентина Яковлевна выступает в качестве эксперта на профессиональных олимпиадах и демонстрационных экзаменах в медколледже. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Клещи активизировались в Алмазной провинции. В Мирном зарегистрирован первый случай укуса клеща в городском парке. Пострадавший сразу обратился за помощью в медицинское учреждение. Как обезопасить себя от укусов, напомнит Анна Васильева. На днях в алмазной столице от укуса опасного членистоногого пострадал несовершеннолетний житель города. К счастью, все обошлось без серьезных последствий, так как пострадавший сразу обратился за помощью в медицинское учреждение. С началом сезона активности клещей ежегодно в районе с такими проблемами обращаются около десятка жителей города. На западной территории Якутии мы встречаемся с укусами клеща уже более 5 лет. И каждый год у нас эта цифра немножко, в процентном соотношении по 2-3% она увеличивается. А при укусе клеща или при обнаружении уже впившегося клеща советую обратиться именно в больницу, в приемный покой в любое время суток, потому что самостоятельно удалить клеща вы можете повредить самого насекомого, вы можете оставить хоботок от этого насекомого, головку, или можете оторвать часть тела насекомого. При этом вы можете инфицировать себя таким способом. В районе с целью предупреждения случаев заболевания людей инфекциями, передающихся клещами, проводятся противоклещевые обработки территорий, парков, скверов, летних оздоровительных учреждений и организаций, мест массового отдыха и пребывания населения. Но в этом году на сегодня обработана лишь одна территория. На сегодняшний день Мирнинский район у нас не входит в число эндемичных территорий по клещевым инфекциям. Но, тем не менее, из года в год у нас до 10 случаев регистрируются укусы клещами. На сегодняшний день у нас зарегистрировано уже 4 случая укусов клещами. Все люди получили серопрофилактику иммуноглобулином в наших учреждениях здравоохранения. Но ответственность, естественно, за проведение данных противоэпидемических мероприятий у нас несут юридические лица, предприятия, места массового отдыха. Естественно, данные мероприятия проводят у нас городские и сельские поселения.
Планируя прогулки в зеленой зоне или поход в лес, не пренебрегайте мерами предосторожности. И, конечно же, нужно помнить о том, что надо ставить прививки от клещевого энцефалита. Иммунизация против клещей проводится 2 раза в год в осеннее и весеннее время. Вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита можно получить в любой поликлинике по месту прикрепления. Анна Васильева, Мирный. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутии планируют благоустроить 14 придомовых территорий по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Программа включает в себя укладку нового асфальта и тротуаров, строительство детских и спортивных площадок с искусственным покрытием. Как продвигаются работы в Якутске, знает Тимур Колмогоров. Проект по благоустройству дальневосточных дворов стартовал в 2021 году по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации Юрия Трутнева. За это время на территории Якутии было реконструировано 185 дворов, и на этом работа не закончилась. В столице республики в программу благоустройства в этом году вошли 5 дворов. Благоустройство дворовых территорий возле домов на Кальвице 7/1 и 9/1 включает в себя более 2000 квадратных метров асфальта, 452 тротуаров и 559 квадратных метров искусственного покрытия. Это большая детская и спортивная площадки. У нас в данный момент 3 контракта выигранных. Есть 1 контракт по Кальвице. На данный момент мы подготовительные работы, завоз инертных материалов у нас происходит сейчас. С конца мая месяца начали демонтаж, закончили. Сейчас строительные материалы потихоньку завозим и инертные. Во дворах работают строительные бригады, состоящие как минимум из 10 человек. С перевозкой материалов и подготовкой основания для строительства помогает техника, самосвалы и погрузчики. Работы разрешено проводить только в дневное время. Асфальт будет толщиной 5 сантиметров везде по двору. И брусчатки будут тротуарные. И 2 детские площадки. Одна для футбольного поля, как футбольное поле, а вторая уже детская площадка с мафами, с игровыми. Новые дворовые территории не только сделают жизнь людей более комфортной, но также дадут детям безопасные и качественные игровые и спортивные площадки. Работы на объектах планируется закончить к концу сентября. Тимур Колмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. Летом для юных якутян будут доступны 555 лагерей, которые смогут встретить в общей сложности почти 55 тысяч детей. Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Семенов. В этом году в республике начнется комплексная работа по развитию инфраструктуры летнего отдыха и занятости детей. В районах поддержат инициативы по созданию летних трудовых, экологических, спортивных лагерей. Ну а дети из семей участников спецоперации смогут отдохнуть в детских лагерях за пределами республики, рассказал зампред правительства. К слову, в оздоровительные лагеря поедут более 3500 детей и бойцов спецоперации. У них появилась возможность искупаться в Черном море на побережье Краснодарского края. Напомню, при поддержке Министерства образования и науки Республики 1 июня вылетел первый чартерный рейс. Отдыхают в основном дети из центральных районов, а в конце июня уже полетят дети из арктических и северных. Для веселого, а главного полезного времяпрепровождения в детских центрах реализуют программу «Движение первых». Это 705 детей в наших государственных лагерях, таких как наш Сосновый Бор, Чебдик, Энергетик. Где-то 1800 детей отдохнут в муниципальных лагерях нашей республики на местах. И 960 детей отдохнут на Черноморском побережье Краснодарского края. За 21 день они обязательно подправят свое здоровье, наберутся сил и, запомнят это лето.
Резиденты ТОР Якутия и Южная Якутия привлекли 115 миллиардов рублей инвестиций и создали свыше 10 тысяч рабочих мест. В этом году привлечен новый резидент в ТОР Якутия – компания «Мечта миров» с проектом, направленный на развитие производства щебня и товарного бетона в Якутске. Предприятие планирует инвестировать 122,5 миллиона рублей и создать 30 новых рабочих мест на территории речного порта. Объем производства составит около 45 тысяч кубометров товарного бетона в год и более 1500 свай разного размера. Мэр Ленска совместно с главным архитектором осмотрели строящиеся объекты в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день в городе идет строительство 8 многоквартирных домов. И в этом году планируют сдать 4 дома. 2 в микрорайоне Теплый Стан и 2 дома по улице Нюйская. Кроме этого, начато строительство еще 4 9-этажных домов в центре Ленска на освобожденных участках. Общая площадь возводимого жилья – 20 тысяч квадратных метров. С их сдачей первый этап программы завершится, а следующий стартует с 2026 года. Туда уже вошли 85 домов. Это 47 домов Северного. К сожалению, всего 4 дома, но одни из самых, скажем, худших состояний. Это 4 дома Алроса, 2 дома 9 и 10 это Юкос, которые тоже очень проблемные. 2 дома напротив типографии, микрорайон Мухтуйский, тоже самые проблемные из всего микрорайона. Так что тоже мы эту новость очень ждали и к радости всех жителей, наверное, дождались. Вот. Условия следующего этапа программы пока на стадии обсуждения, как будет вестись застройка, на каких условиях будут люди получать жилье и компенсацию. Но я думаю, после обсуждения, когда мы все нормативные акты получим, обязательно доведем до наших жителей. Ну а с начала июня в столице стартовал трудовой проект студотряда «Фастрок-2024». Вместе ребята трудятся на благо города. Всего на улицах совместно с управами работают 8 групп. Все они распределены по округам. Даяна Федорова продолжит тему. Ребята из стройотряда строительного округа уже успели обойти несколько улиц, где собрали более 70 мешков с мусором. Теперь они приступили к уборке скверов. Но мы протираем скамейки от пыли. Вот я брызгаю водой, а вот мой напарник Антон, он протирает тряпкой скамейки. Скажите, пожалуйста, какие улицы вы уже успели убрать? Мы убрали Семена Данилова, улицу Черненского и Халтурина еще. В одном отряде трудится 16 бойцов. Среди них есть и несовершеннолетние. Антону Кириллину 15 лет. Несмотря на свой юный возраст, он уже осознанно и с большим рвением принялся за работу. В канализации очень много мусора. Мы с напарником с трудом убирались, потому что там еще вода была, да и грязь. Но помалу-помалому. Убирайте за собой. Там много животных и много людей умирают из-за этого. Из-за болезни, из-за грязи и всего из-за мусора. Более 130 бойцов стройотряда ринулись в бой с мусором. Они на благо города будут трудиться до 15 июля. Стройотряды помогают с благоустройством города, в том числе перед важным событием – международными играми «Дети Азии». С 1 по 15 июля, то есть 3 сезона, они платят 60 тысяч. А один сезон – это 2 недели, будет 20 тысяч. Да. Также работают у нас студенты и несовершеннолетние ребята. Вот, уже первый сезон у нас проходит отлично. Бойцы задействованы в демонтаже, покраске, уборке территорий, посадке саженцев и других подобных работах. Трудовой проект стартовал совсем недавно, однако уже благодаря ему город преобразился в лучшую сторону. Благодаря им, то есть, как говорится, приводится все, то есть, в достойное, нормальное, благоприятное состояние. Вот, конечно, то есть, жители, то есть, оценку уже, то есть, свою дали в комментариях, то, что все-таки все чище становится, все лучше. Ну и я думаю, скорее всего, такими темпами будем идти. То есть уверен, что все будет красиво и зелено. За 1,5 месяца бойцы смогут не только заработать в летнее время, но и получить незабываемый опыт, а также познакомиться с новыми друзьями и весело провести время. Ведь у бойцов есть и развлекательные мероприятия, песни, танцы и игры по станциям в свободное время. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутске завершился 5-й тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В домашнем матче на поле спорткомплекса «Дахсун» встретились команды Якутии и спортшкола Олимпийского резерва номер 1 Комсомольска-на-Амуре. Матч сыграли юноши 9 и 10 годов рождения. Как завершилась игра, знает наш корреспондент Тимур Колмогоров. С начала турнира Дальневосточной юношеской футбольной лиги прошел месяц. За это время туры прошли в Находке, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. Для якутян эта игра стала 3-й домашней в текущем сезоне. Первые 20 минут команды шли вровень, не уступая оппоненту шанса на удачную атаку. Однако в скором времени счет встречи открыл игрок гостей Данил Савинцев. На начало второго тайма якутяне стараются отыграться, но команде приходится уйти в оборону, чтобы защититься от атакующих маневров оппонента, ожидая удобного случая. Результатом жестокой борьбы на каждом участке поля стали травмы игроков. В итоге обеим командам пришлось провести вынужденные замены. Несмотря на все старания якутян, встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. После финального свистка старший тренер команды Якутии отметил, что во время игры были упущены удачные моменты, которые могли, если не выровнять, то уменьшить разрыв в счете. Матч пошел в такой напряженной борьбе, скажем так. Проиграли из-за череда индивидуальных ошибок. Они нашли вот эти огрехи в нашей защите. За счет вот этих наших индивидуальных ошибок вышли 3 раза и забили, скажем так, 3 гола. В свою очередь, наставник гостей, несмотря на крупный счет, отметил хороший уровень игры якутских футболистов. Команда хорошая, молодая, давно с ней знаком. Много ребят молодых, 10-го года, да, как бы у меня тоже в нашей команде, можно сказать, почти 50% состоят из более молодых ребят. Поэтому непримиримые соперники, равные по силам, я считаю. Поэтому хорошие ребята, удачи им в дальнейших играх. После небольшого перерыва прошла встреча футболистов старшей группы. Эта встреча завершилась боевой ничьей со счетом 1-1. Приступив к отработке сделанных ошибок, следующий матч якутяне проведут 16 июня, где они встретятся уже с командой из Благовещенска. Тимур Колмогоров, Аэлита Махно, Якутск. Но до старта международных спортивных игр «Дети Азии» осталось чуть больше недели. В Якутске завершается ремонт и подготовка спортивных объектов. Какие работы уже завершены, а что еще предстоит, расскажет Дарья Короленкова. До начала международных спортивных игр осталось чуть больше недели. Стадион «Юность» уже готов на 98%. В настоящее время ведутся работы по обустройству манежа, где полностью заменят раздевалки и душевые. Также продолжается асфальтирование парковки на территории стадиона. По словам руководства, в этом году парковочные места будут объединены в одну общую зону, что значительно улучшит удобство для участников и гостей игр. Для создания условий проведения соревнований и тренировок на стадионе, как мы видим, заменена полностью беговая дорожка. То есть для этого точечно выровняли бетонное основание. Вот, сейчас полностью сняли покрытие и новое резиновое покрытие постелили. В эти дни завершится ремонт и в спортивном комплексе «Триумф». На данный момент остаются лишь косметические работы и сборка мебели. Кроме того, гостиничные номера в блоке «С» уже полностью готовы для заезда гостей. На территории набережной озера Сайсары также произошли значительные изменения. Уже установлена детская и спортивная площадка. В гостинице будет размещаться судьи наши игр, да. Поочередно будет по видам спорта. То есть там по 2, по 3, по 4 дня будут, потом уже будут меняться. Максимум будут жить у нас здесь 129 человек. Добавили, мы полностью сделали освещение, подсветку «Триумфа», да. Полностью башня, вот блок А, арена, блок С.
Тоже на дизайн-проект я заказал в Санкт-Петербурге, там специалисты нашли, там мы заказали, оттуда мы все необходимое все закупили и по дизайн-проекту сделали. Работы завершаются и на территории спортивного комплекса «Дахсун». С прошлого года здесь заменили футбольное поле и беговую дорожку, а также возвели скалодром, что добавило новые возможности для тренировок и активного отдыха. На улице перед комплексом установили новые скамейки, создавая уютные уголки для отдыха посетителей. На сегодня завершаются ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории и внутри лакокрасочные и так далее работы, мелкие работы. Вот эти скамейки, вот эти вот все будет как в интерьерном по красоте и так далее, все функционально именно на площади будет стоять все. Точные даты сдачи спортивных объектов уже установлены. Их планируют окончательно сдать 20 июня. Напомним, что игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Также к играм тренируют подвоз гостей и спортсменов. Волонтеры, водители и сотрудники ГАИ отработали посадку, высадку и перевозку гостей по улицам Якутска. Подробности знает Александр Хавренко. Одной из важнейших составляющих крупных мероприятий, таких как международные спортивные игры «Дети Азии», является транспортная обеспеченность. Гостей, прибывающих на игры, необходимо встретить в аэропорту, рассадить по автобусам и доставить в места проживания. Чтобы этот процесс прошел без заминок, в Якутске устроили учения по встречам и проводам гостей. Мы собрали более 150 волонтеров для имитации наших спортивных делегаций, которые примут участие на спортивных играх «Дети Азии», для того, чтобы наши волонтеры смогли хорошо реагировать на всякие непредусмотренные случаи. Особое внимание на сегодняшнем мероприятии уделяется безопасности, чтобы наши волонтеры знали, как реагировать на экстренные ситуации, чтобы они в целом были готовы принять уже настоящие спортивные делегации. Для встречи гостей в автопарк игр закупили 5 комфортабельных автобусов, каждой вместимостью 55 человек. Автобусы оборудованы кондиционерами, устройствами для зарядки гаджетов, а также каждое сиденье оборудовано ремнями безопасности. Управлять автобусами будут проверенные водители с большим стажем. Посчастливилось попасть, отбор пройти на водителя «Дети Азии». Мне придется повозить детей, наших любимых детей. И я счастлив, я рад, что я буду работать на «Дети Азии», на этом новеньком автобусе. Новый автобус, он, конечно, хороший. Самая хорошая машина – это новая машина. И я могу сказать, что новые китайские машины, сейчас не то, что раньше как китайские плохие были, а сейчас они уже хорошие, отвечают по всем требованиям, по безопасности. И подобные мероприятия показывают, что Якутия, как принимающая страна, заботится о том, чтобы пребывание гостей в нашей республике было комфортным, удобным и безопасным. Александр Хавренко, Нюргун Старостин, Якутск. Церемония открытия играет особую роль в проведении любых массовых мероприятий. Исключением не станут и грядущие игры «Дети Азии». Для участников и гостей церемонии открытия организаторы подготовили обширную программу, которая включает в себя танцевальные номера. В них примут участие более 600 детей. Подробности знает Аманотов. Танцы – это неотъемлемая часть любого грандиозного мероприятия. Участие во флешмобе примут как опытные танцоры, так и просто неравнодушные к танцам и музыке люди. Занимаюсь танцем уже 5 лет. И это очень круто танцевать сейчас здесь со всеми ребятами, находить друзей. И, очень классно, можно сказать. Вырасту, я хочу стать хорошим танцором, отличным, и чтобы я показался на весь мир. Я волнуюсь перед всеми людьми, которые будут смотреть на меня и остальных детей. У меня тут очень много друзей, тут девочки, мальчики, со всеми дружу. Они такие крутые, вообще клевые, можно сказать, да? Зрителей и участников игр ждет 3-часовая насыщенная программа. Тематика предстоящих игр – путешествие в арктическую вселенную. Поэтому хореографы взяли основы из традиционных танцев народов Севера и переделали их на современный лад. Интенсивно идут уже неделю, уже 2-я неделя прошла наших репетиций. Каждый день репетируем танцы на грандиозные выступления, поэтому с удовольствием ходят дети. Хореографы постарались и сделали оригинальные танцы, современные, с этникой смешали, чтобы было
актуально сейчас. Среди воспитанников танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии» есть много детей, обучающихся балетному искусству. Они признаются, что опыт в ансамбле помогает им преодолеть волнение перед выступлением. Как и спортсмены, юные танцоры стремятся к победам и новым высотам. Тренировки у нас проходят очень хорошо. Мне очень нравятся танцы. И вообще танцы – это моя жизнь. Мне очень сильно нравится заниматься танцами. Я занимаюсь с 4 лет, и сейчас я до сих пор здесь. Мы занимаемся балетом, то есть классикой по понедельникам, в среду обычные танцы и в субботу. Я хочу поступить в какой-то университет, где занимаются танцами, и стать преподавателем. Возможность выступить на главном спортивном мероприятии года – отличный шанс показать себя. Для многих ребят это станет первым шагом в их профессиональной карьере. Напомним, торжественная церемония открытия 8-х летних игр «Дети Азии» пройдет 26 июня на стадионе Туймада. Аманотов, Григорий Хлопков, Якутск. Такой увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.